Шум брата до вечевикс ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Погода радует нас прохладными днями, первым снегом, а школа мордовских языков снова открывает свои двери для всех любознательных ребят, стремящихся познавать новое и изучать языки. Я, ведущий, вместе с моей помощницей Лисичкой, рады приветствовать вас сегодня на уроке эрзянского языка. Шум брат Леонид, шум брата до ялгат. Лисичка, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно, друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила для вас, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Конституция России гражданам дает права. Никаких законов сила не сильней, чем в ней слова. Право есть на честный суд, право на жилье и труд, право созидать, учиться, избираться и лечиться. И запомните, друзья, их у нас отнять нельзя. Ребята, я думаю, вы все правильно поняли, ведь в этом стихотворении говорится о Конституции нашей страны. И сегодня на уроке, посвященном празднику патриотизма, любви к нашей огромной родине и объединению всех российских народов, мы познакомимся с новыми словами и выражениями на эрзянском языке. Итак, тема нашего урока – Россия, Конституция Нчи, День Конституции России. Конституция – это главный правовой документ страны, а праздник, посвященный Конституции, причислен к памятным датам. Важно знать Конституцию и уметь применять ее в жизни. Друзья, назовем слова, раскрывающие сущность Конституции на эрзянском языке. Конституция – Конституция. Масторунь прав законузу – основной закон страны. Право – право. Олячи – свобода. Молодцы, ребята! Действующая Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, а с 19 сентября 1994 года этот праздник стал государственным. Конституция Российской Федерации закрепляет основы конституционного строя России, права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство, организацию высших органов власти. Составим предложение на эрзянском языке, в котором говорится об этой знаменательной дате. Слушайте внимательно. Россия, Конституция Нчись, тешкстави отсамковань кемгавтовати чисто. День Конституции России отмечается 12 декабря. Друзья, а знаете ли вы, какие моменты, важные в жизни каждого гражданина, отражены в Конституции? Назовем эти слова и выражения на эрзянском языке. Лисичка, поможешь нам? Конечно, ребята, читайте вместе со мной. Ломанесь, сонзе праванзо, деоля чинзе, лововить всех тепок шпитникс. Человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью. Правость элемунт лангс, право на жизнь. Чачу макельсе кортамунь правость, право на пользование родным языком. Правость вожудемонт лангс, право на труд. Правость тонафтнемонт лангс, право на образование. Молодцы, ребята! А теперь назовем выражения, описывающие настоящих патриотов своей родины. Вечкимс чачума масторунь – любить родину. Ванстомс – малостонь, ломатнень – проявлять заботу о ближних. Ванстомс – покштятнень, бабатнень, модост – защищать землю предков. Молодцы, ребята! А сейчас мы проведем экскурсию по символам Российской Федерации. А знаете ли вы, что является символами государства? Конечно же, это флаг, герб, гимн. Российский флаг – символ доблести, чести российского народа. Он размещается на государственных зданиях, на домах в дни государственных праздников. Флаг России состоит из 3 горизонтальных полос – белый, синий и красный. Белый цвет означает мир, чистоту, синий – небо, верность и правду, а красный – храбрость. Ребята,
вспомним и назовем по-эрзянски цвета, в которые окрашен наш российский флаг. Ашо – белый, Сень – синий, Якстере – красный. Молодцы! Следующий символ нашего государства – это герб. Он представляет собой двухглавого орла, помещенного на красном геральдическом щите. Над орлом 3 короны. В лапах орла скипетр и держава. На груди орла старинный московский герб, красный щит с изображением всадника, поражающего копьем дракона. А что же символизируют фигуры и предметы, изображенные на гербе? Назовем эти слова на эрзянском языке. Повторяйте за мной. Ви – сила, могущество. Олячи – свобода, независимость. Сюповчи – богатство. Апелимачи – храбрость, смелость. Кимичи – мужество. Ваньксчи – чистота, благородство. Молодцы, ребята! Гимн также является символом России. Гимн – торжественная песня или просто мелодия. Он исполняется в особых случаях, в дни торжественных праздников, собраний, во время парадов, в случаях победы наших спортсменов на соревнованиях. Наверное, каждый из вас знает слова российского гимна. Молодцы, друзья! Вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром эрзянского языка в нашей школе мордовских языков. В заключение нашего занятия нам хотелось бы снова вернуться к теме нашего урока и поздравить вас с Днем Конституции России. Россиень, Конституциень, чинь марто. Неимазанок вечки викс ялгат, улиди шумбрат. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы!